Добрый вечер. В эфире региональные вести. В студии Лариса Шамаева. Главные события понедельника. Развитие инфраструктуры. В Урус-Мартане открыли жилой комплекс. Праздничная церемония в нашем выпуске. Год заботы и поддержки. Комитет семей воинов Отечества подвел итоги года. Снежная сказка «Ведучи». Для прохождения квеста ребятам нужно было найти все подсказки борз, которые расположились по всей территории курорта. Для отдыхающих устроили праздничное новогоднее представление. В преддверии Нового года Рамзан Кадыров провел большое совещание со всем руководящим составом республики. Основной темой стали итоги социально-экономического развития региона в этом году. О главных итогах и ключевых задачах на будущий год в репортаже нашего корреспондента Турпала Тайсумова. Уходящий год оставил массу приятных событий, открытий и позитивных изменений в социально-экономическом направлении субъекта. Рамзан Кадыров встретился со всеми министрами, главами районов и другими официальными лицами. Собравшимся был показан ролик о каждом направлении, в котором преуспела республика. Поприветствовав всех соратников, политик поздравил их с успехами. В ходе расширенного доклада премьер-министр озвучил много позитивных примеров того, каких успехов добился регион в уходящем году. Население, к примеру, выросло на 24 тысячи человек. И это только малая часть больших побед. Уважаемый Рамзан Ахматович, правительством совместно с исполнительными органами власти принимаются все меры для обеспечения положительной динамики социально-экономического развития Чеченской Республики и достижения установленных целевых показателей. Валовый региональный продукт составил 397 миллиардов рублей с ростом 116,6%. Объем отгруженных товаров за 11 месяцев превысил 278 миллиардов рублей, объем промышленного производства 71 миллиардов рублей, объем строительных работ составил 189 миллиардов рублей. Оборот розничной торговли почти 315 миллиардов рублей. Численность населения выросла на 24 тысячи человек и составила 1 миллион 580 тысяч человек. А еще есть огромные плюсы в рамках исполнения национальных проектов. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличено на 21%. Количество самозанятых стало больше на 20%. В текущем году реализуется 72 региональных проекта, в том числе 41 входящих в национальные. В текущем году основное внимание было уделено вопросам улучшения благосостояния населения и социально-экономического развития республики. Создано и легализовано почти 15 тысяч рабочих мест. Среднемесячная начисленная заработная плата увеличилась на 9,5% и составила 45 260 рублей. Уровень безработицы снизился до 3,5%. Общий объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2025 года составил 171 миллиардов рублей с ростом на 4,7%. По итогам участия нацрейтинге 2025 года Чеченская Республика вошла в топ-10 регионов-лидеров, заняв 8 место среди субъектов Российской Федерации и 1 место в Северо-Кавказском федеральном округе. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 21%, самозанятых граждан на 20%. В соответствии с вашим поручением обеспечена установка субъектами предпринимательской деятельности 6808 единиц контрольно-кассовых аппаратов и 8770 платежных терминалов. На 1 декабря 2025 года увеличение по двум показателям более чем на 50%. Как результат, оборот розничных продаж по контрольно-кассовой технике вырос на 65%. Ведется работа по развитию банковской сферы. За 9 месяцев текущего года банковская платежная инфраструктура в республике выросла на 71%. В сравнении с аналогичным периодом 2024 года обеспеченность инфраструктуры по приему платежных карт на 65%. Работа в данном направлении будет продолжена и в 2026 году. В 2025 году на территории
территории республики реализуется 72 региональных проекта на 51 миллиард 642 миллиона рублей, в том числе 41 проект, входящих в 13 национальных проектов. Проведены работы по строительству 201 объекта на сумму более 32 миллиардов рублей. Все показатели исполняются. Чеченская республика в лидерах рейтинга по уровню достижения национальных проектов. Исполнение бюджета. В целях наращивания налогового потенциала реализуется программа по оздоровлению государственных финансов Чеченской республики. Благодаря принятым мерам мы смогли снизить дефицит бюджета к концу 2025 года на 6 миллиардов рублей и провести индексацию заработной платы бюджетников на 7,6%. Поступления в консолидированный бюджет республики по налоговым и неналоговым доходам уже превысили впервые 42 миллиарда рублей. В течение года в соответствии с вашими поручениями совместно с Управлением Федеральной налоговой службы и органами местного самоуправления Чеченской республики проводилась работа по взысканию налоговой задолженности в консолидированный бюджет республики. По итогам проведенной работы общая сумма налоговой задолженности снизилась на более чем 2 миллиарда рублей. Правительством сформирован бюджет на 2026 год, рассчитанный с учетом индексации заработной платы, социальных выплат и коммунальных услуг. В текущем году списана задолженность Чеченской республики перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам в размере 1 миллиард 40 миллионов рублей. Сформированный на 2026 год бюджет рассчитан с учетом индексации заработной платы, социальных выплат и коммунальных услуг. В сфере строительства улучшены жилищные условия 1345 семей. На стадии возведения 89 объектов, благоустроена 51 общественная территория. В текущем году завершена Башенная ГЭС мощностью 10 мегаватт и начато строительство Нихолоевской ГЭС мощностью 23 мегаватт. И это далеко не все. Рамзан Ахматович, по результатам проведенной работы на федеральном уровне в 2025 году дополнительно привлечено более 21 миллиарда рублей, в том числе на осуществление первоочередных и социально значимых расходов бюджета 5 миллиардов 104 миллиона рублей, на обеспечение жильем детей-сирот 1 миллиард 650 миллионов рублей, технологическое присоединение к электрическим мощностям нового района 2 миллиарда 600 миллионов рублей, на выплаты участникам СВО 1 миллиард 800 миллионов рублей, финансирование дефицита средств на строительство аэропорта 4 миллиарда 856 миллионов рублей. Строительство мусороперерабатывающего завода 2 миллиарда 500 миллионов рублей. Строительство энергетической инфраструктуры особой экономической зоны Грозной 1 миллиард 318 миллионов рублей. Закупка школьных учебников 363 миллиона рублей. Создание региональной автоматизированной системы центрального оповещения 250 миллионов рублей. Докапитализация Фонда развития промышленности Чеченской республики 200 миллионов рублей. Строительство берегоукрепления на реке Фертанга в городе Ачхой-Мартан 229 миллионов рублей. Разработка проектно-сметной документации Российского университета спецназа имени Владимира Владимировича Путина 150 миллионов рублей. Строительство грузового терминала 300 миллионов рублей и другие мероприятия по решению проблемных вопросов социально-экономического развития республики. Рамзан Ахматович, благодаря вашему личному авторитету проблемные вопросы на федеральном уровне поддержаны и решены. Во всех отраслях экономики и социальной сферы Чеченской республики в течение 2025 года проведены масштабные работы и реализованы значимые мероприятия. Хочу отметить основные достижения уходящего года. В сфере строительства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики улучшены жилищные условия 1345 семей. На стадии строительства 89 объектов капитального строительства. Благоустроена 51 общественная территория на общую сумму более 13 миллиардов рублей. На 1 декабря введено 1 миллион 931 тысяч квадратных метров жилья. Завершено строительство Башенной ГЭС мощностью 10 мегаватт и солнечной электростанции Курчелоевская мощностью 25 мегаватт. Начато строительство Нихолоевской ГЭС мощностью 23 мегаватта. В сфере сельского хозяйства сбор зерновых культур увеличился почти на 8 тысяч тонн и составил 537 тысяч тонн. Вовлечено в оборот за счет проведения мелиоративных работ 5300 гектаров сельскохозяйственных земель. В 2025 году на поддержку аграриев республики предусмотрено более 3 миллиардов рублей. В рамках реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» построено 27 жилых домов, завершено строительство 40 километров сетей уличного освещения и начато строительство детского сада на 280 метров. По линии транспорта приобретено 86 автобусов и 200 единиц легкового автотранспорта. Завершено строительство современного железнодорожного вокзала города Грозный. Продолжается реализация проекта по
реконструкции и строительству международного аэропорта Грозно-Северный имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмада Хаджи Кадырова, Далгазут Хобалдуэльчин. Начато строительство первого грузового терминала международного аэропорта Грозный. Дорожная и транспортная инфраструктура также радует открытиями и строительствами. Нагрузка на поток автомобилей снижена. Это результат огромного труда. Проведены работы по строительству, реконструкции и ремонту 15 мостов и автомобильных дорог протяженностью 490 километров. Существенный объем работ проведен и в части строительства и реконструкции улично-дорожной сети города Грозного. Завершено строительство транспортной развязки в новом районе. В сфере промышленности продолжается строительство промышленного технопарка в области электроники стоимостью 1 миллиард 358 миллионов рублей. Объем обрабатывающего производства за 11 месяцев текущего года вырос на 14,6% и составил почти 26 миллиардов рублей. Промышленным предприятиям оказана поддержка на сумму 245 миллионов рублей по линии регионального фонда развития промышленности. В целях охраны окружающей среды проведены работы по капитальному ремонту и берегоукреплению 4 объектов на 585 миллионов рублей. Образование также уверенно шагает вперед. Ведется строительство 10 школ и с более 5000 посадочных мест, а также детских садов. Еще на несколько тысяч. Проведен капитальный ремонт 10 школ на 5500 мест и 2 детских садов на 380 мест. В сфере здравоохранения построено 5 объектов здравоохранения, приобретено около 2000 единиц медицинского оборудования, проведен капитальный ремонт 3 больниц, ведется строительство Ачхой-Мартановского районной больницы. Государственную помощь на лекарственное обеспечение получили 91 тысяч человек на 1 миллиард 798 миллионов рублей. Младенческая смертность снизилась на 15,4%. По линии социального развития субсидий на улучшение жилищных условий получили 1574 инвалида и 119 ветеранов боевых действий. В социальных организациях прошли реабилитации почти 6 тысяч детей. Оказано более 5 миллионов социальных услуг. Приобретено 1143 квартиры для детей-сирот. Более 10 тысяч малоимущих семей получили государственную помощь на условиях социального контракта на 1 миллиард 746 миллионов рублей. Также обеспечены единовременные выплаты участникам СВО. В сфере культуры переоснащены 5 библиотек, закуплено почти 24 тысячи экземпляров книг, ведется капитальный ремонт 7 объектов культуры. Город Грозный признан культурной столицей России 2025 года. В текущем году конкурсный отбор на укрепление материально-технической базы прошли 10 муниципальных домов культуры. В целях реализации спорта и физической культуры построено и введено в эксплуатацию 8 крупных спортивных комплексов. Ведется строительство 4 объектов спорта, проведен капитальный ремонт в 10 учреждениях спорта. Только за этот год 743 спортсмена стали победителями и призерами всероссийских соревнований. Еще 150 международных. Из них золото завоевали 350 спортсменов, 251 стали серебряными призерами, 292 получили бронзовые медали. По линии молодежной политики проведено более 1000 мероприятий с участием более 470 тысяч человек. Количество выигранных грантов 58. В сфере турпоток превысил 318 тысяч человек. Темп роста составляет 24,5%. Чеченская республика вошла в число рекордсменов среди субъектов страны по приросту туристических поездок. Ведется контроль за исполнением поручений главы региона, администрации руководителя субъекта, поддержка детей бойцов, погибших в ходе специальной военной операции. Администрация главы и правительства Чеченской Республики осуществляется контроль исполнения ваших поручений и указаний. Проводился постоянный мониторинг деятельности исполнительных органов и органов местного самоуправления Чеченской Республики. В соответствии с планом мониторинговой и аналитической работы проведено 60 мероприятий по вопросам деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. В рамках ваших поручений ведется работа по оказанию содействия детям погибших сотрудников правоохранительных органов и участников СВО. Из них трудоустроено 531, зачислены на обучение в образовательной организации 1052. На постоянной основе формируются сведения о малообеспеченных семьях. В рамках работы с обращениями граждан за 2025 год поступило 4580 обращений, по которым даны мотивированные исчерпывающие ответы. В 2025 году администрациями муниципальных районов и мэрии городских округов Чеченской Республики добились значительных результатов, включая победы, призовые места, получение грантов и иные формы федерального признания. Общий объем привлеченных федеральных средств в виде грантов составляет 440 миллионов рублей. В районе имени Владимира Путина проходят работы по возведению домов и дорожной инфраструктуры. 2026 год объявлен годом горных районов. Премьер-министр попросил добавить туда развитие малого и среднего предпринимательства.
Уходящий год объявлен вами годом города Грозного и района имени Владимира Владимировича Путина, в рамках которого в Грозном проведено 940 мероприятий, включая масштабные работы по строительству жилых домов, транспортной и коммунальной инфраструктуры, благоустройству территорий, обновлено более 50 километров дорожной сети, проведена модернизация 73 улиц, построены транспортные развязки, введен в эксплуатацию правительственный комплекс. Кульминацией года города Грозного и района имени Владимира Владимировича Путина стало торжественное открытие 7 октября проспекта и первой линии нового района с вводом в эксплуатацию более 330 тысяч квадратных метров жилья. По итогам участия в конкурсных и рейтинговых мероприятиях в 2025 году город Грозный получил более 70 побед и призовых мест, а мэр Грозного Хасмагомед Кадыров возглавил национальный рейтинг мэров. Подведя итоги, хочу также отметить, что на протяжении последних лет Чеченская Республика занимает лидирующее место в рейтинге оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти среди субъектов Российской Федерации. Республика также в лидерах основных отраслевых общероссийских рейтингов. Достигнутые успехи – результат совместной работы всех органов власти Чеченской Республики под вашим непосредственным руководством. В новом году правительством Чеченской Республики будет продолжена работа по оздоровлению государственных финансов, увеличению налогового потенциала, снижению теневой экономики и созданию рабочих мест, а также реализация государственных программ национальных инвестиционных проектов. С 2026 года предусмотрено финансирование работ по таким крупным проектам, как реконструкция материально-технического оснащения Российского университета спецназа на сумму более 5 миллиардов рублей, строительство грузового терминала международного аэропорта Грозный, создание замкнутого цикла по переработке твердых бытовых отходов, строительство инфраструктуры особой экономической зоны Грозной. В целях увеличения энергетического потенциала начнется разработка проектной документации на строительство подстанции Сунжа. Ориентировочная стоимость 9 миллиардов рублей, а также продолжится реализация других крупных проектов. Рамзан Ахматович, 2026 год объявлен вами годом горных районов, что станет мощным стимулом для развития горных территорий Чеченской Республики. Учитывая, что план мероприятий по развитию горных районов включает в себя блок по созданию условий для привлечения инвестиций, реализации инвестиционных проектов и создания рабочих мест, прошу добавить в год горных районов мероприятия по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства, расширив их на все муниципальные районы и городские округа Чеченской Республики. Год горных районов и развития малого и среднего предпринимательства. Со своей стороны мы продолжим все усилия для улучшения качества жизни населения и реализации мероприятий по развитию районов Чеченской Республики, малого и среднего предпринимательства. Также в наступающем году ответственными исполнительными органами власти Чеченской Республики будет реализовано мероприятие по укреплению национального единства, мира и согласия между народами на территории Чеченской Республики в рамках объявленного президентом нашей страны Года единства народов России. А еще здесь показали ролик, в котором озвучили возможности созданного координационного центра главы и правительства Чеченской Республики. Его аналитическая платформа позволяет отслеживать поручения руководителя субъекта в реальном времени. Во исполнение вашего поручения, уважаемый Рамзан Ахматович, в текущем году создан координационный центр главы и правительства Чеченской Республики. Аналитическая платформа центра позволяет в онлайн-режиме отслеживать ход исполнения ваших поручений, оперативно получать расширенную информацию по исполнению бюджета, основным показателям социально-экономического развития и комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Чеченской Республики. Координационный центр нетен кел правительство уже доходит Рамзан Ахматович. Из-за войны полностью ахмел ушел поручение, обилгал направление правительство, администрация, мэрия городов, каждое министерство войны мелодол халла просто واقع حنيز направление حيات تجعت نقطة عايش يعني قيم مش حبو تاع مش عدي صندوق مش حدينات سدينات توست أو كير شيء زرقية بقى
أشوفر نسلو دوش خايتا باسومدات مصوم ديون نقلدنا حقوش دوق رمضان أحمد شديون شو قيم بويا حبرو تشيني دوقنا الدنيا لا يري ملا سيخي автоматизировать هنالش ومصو تكنولوجيا شو كي داج دكومنت بروت اتشو الخليوش ديون الله ديرس ليلون يترنا إزبوق ريسبوبليكان مصو ريجيونش كا داتس هيتس بديون ريجيونش دا دول واش داج داتس وجه عبرو تشيني قوتشين يلا الله ديرس ليلون رمضان أحمد جسونا مصري ويجي تاريخ بركل ديرز على أرون هنالش جمعش ديشة هرشو وينه شيء قومنا دالديق الويل دالغاز وتقبل دول وشي بركة دو إز ديون وشي نيا حبوش حطون حلو على غلر دو إز إما بركة دوش أو بركتي تشق دال تن ما أخذ وربو رمز أحمد موسو نبرولي موسو مينسترستو ويدم سقلوا أدمنستراتيش جورد نلوج ويسلوجبا دقبوا بناق أستن سورك 2 مليار دو دو ريسبوبليكي حبيروي وي ريسبوبليك وي دخود كزنا честь ديون тоже реально ديون каждый ديون صحمت تاع بلوك تتوش نه بوقت ستوش رمضان ماش وخشوا ملوك تاشا وش احترام پروچني يلري تر каждый سوام اما برك خردولشكي پر نيس اشي دغ ديشكي تنا ناغن برك خردولشكي پر دادوش ديون تاع مسرا ديون احيا غشك احيا لوچكي پر ديون دريز خليله تخي مسري تصرخ هون بركليز ديريزا أوش تكون إبوغ بتخنيت فيدرالني أور بيجت أور تخنيت سقاش تكون ميركشن على دغادان حقنيق حش كوتش ده تكون استعناق وستل دحر على جوا ميكنا عن أمان وستيون ووشي ترخي الفون دير أخشلوش بيجت الصونخ دو أكنيتي على سيجر أخشنش دوكش إيمن ديون بنبروليني إس أو وجري خل جاستيز وي قويت إزر ديون وي تجاه وي كانت وتملو وتش خنيان ياتس دين عبوس دا ملت إدوا مصو أور تستعناق وستل ديش ديون ديلريز ومحكنا أمان ونلا تكون ديلريز هنا قليل حي محك ويداوي ومحك توربل قوة تان تمسيري ترق ديونا تقيد سعشق تشاهون حق بتشاقع وقرية لقر زواني رسين توربل قوة يل اتنسي ادو شرتي حديقل وشون ديلريزي أولش إيش تمسيري ديون ترق يا لا سون ديلريز خليل دال شيء ديال أحمل دينك ديال دال لا أعتقد إن دقيقة الكوتش Рамзан Кадыров отметил, что это очень хорошие результаты. Доходы в бюджет также радуют, однако расходы нужно полностью контролировать. Трудиться, по его словам, нужно без перерыва. Самая сложная работа у бойцов, участников специальной военной операции, день и ночь борющихся против укронацистов. Bakıldığı правительство bağlı doşlan zaten ben çok dibabına rezultat çıkışıyordan ve помимо этого бюджетный ёсты расходы бюджетный параллельно отрывки على расходы да война واشتريدان على دول تعادل حوزاوش سند و تعادل على كل وقت بيش وش نصون هذا كل ابن دون قمل ديش شلوي ويدون هو بتشعر دون دستون أو حالات شلويل ويدون رايوش البيت ويناوش ويجلسون اسوادون اوغلي خلوچاس شاموس او دبيل دو ابو بير ساعدون يور ساعد تو ولي ساعه ودسون شاشوقادون شاشدون ديل دالچ شاش boş شاشو ويجلدون لامسندون سونش ندو كلچت دالي ابو دالات انا دون دالي اولش دالي دو شدون دون دابل بيرت دايتولدون أغلب شدون وصورة بعد سنجتم دايت يسناوش دول ويدون يدون أشوف يدون شوت ويدون للشيش إنه يبغى لعدون تنسيت وشحوجا يدوي لعدون وين فيديو يعينا يو معبد دون شيء دقلا لعدون دوزيت ندون في آل يستطيع شو لعدون دان دوش شو يستطيع شو Депутат Государственной Думы Российской Федерации Адам Делимханов добавил, что работа действительно масштабная и ведется из года в год во благо народа. Он поблагодарил главу республики за постоянную поддержку в достигнутых успехах. Рамзан Ахматович, вежливый на гости. ومحكدة رمضان عشمال لره شيء قميلها مامد إنش دكلاتي تأخوين ومحكة دول حل ومحكة بالقي مش وشادري جوش خوشلو إذا ديل إيه تنبو دالغاز وتقوبل دول أحمد حاجي تغن ولش رمضان عش ح بركة دو شو ديوزلي شو خصمي بركة دو تأخوين محكة أرا بميم بيجتني أو يوتك دقو ومحكة ها بيش فون ترخ بلش
буш кей бюджет юти элла направление докда васталду так бак доше та вайца хоча боче царах Мамад Алла Эли и что арент цах ам арадой хвай депутат так Совет Федерации был вежри так представитель Москвы да регион шкабал масери царах и вот ака хона амануна масана баркал дерез алла сонундач вай қимаш цахлаташ аренти бухой қимаш ондачи они беркат мосометя держанду особенно вайта болж ismia Ukraina dol hal bilgul dakhir itja masan halha kwart halay an lili shos doqoy dal mola haqida oni ya adeden lchaq toqsh way khal an mahkan bertke dochun ya qahwix qida daqoyor boqoy dal hal shol dal busul dinna noqchi qomana Allah to'la ahmat sila Allahu akbar. Рамзан Кадыров подчеркнул, что в будущем особое внимание будет уделено именно горным районам, а также развитию малого и среднего предпринимательства. Средства есть, нужны хорошие идеи, добавил он. Я došao do mama smatra do gornog rajona i malo srednje predprijateljstva. Reći djeluje do bezoboslice. 3,5 ovaj bezoboslice. Da, vlade došao do na nove svistilju, ja se boše. Harašo da sam. Znači, masa rado ideš u gornu teritoriju, ideš i jezujem do ovoga ašadu, ovoga osomadu. Istjaka i rad jezuje. Ne, ali ja sam osu do just je rajon yok rajon jest, a rajon sija medicina, sija administracija, sija šehaj organ ispolatine vlasti, šehaj jest municipalne obrazovanje, jest mosoma, jest haluješ tak so. Ovo don videnski rajon ja don 50 čemce cadinira sate kaltovo. Hindi don haragwe da wahos gleitjes don de don akida don adam de mo de hausa da وين نوى غازي نوى خيدا نوى مصمد نوى تشخص حياتي ايون تندون وسنا وين شهودش ديس دلش عن دوش وصولهم ده ودون عدديش بوع بوخصل شنو لو تقول تندون بوع بوخ ديس هو ما دون دا مو عوي خوش دا بين الحمد لله بو دا لوش ريتم صباح شايت وقت В ходе церемонии награждения было много отличившихся за прошедший год. Высшей наградой орденом Кадырова был удостоен советник управляющего отделением пенсионного и социального страхования Российской Федерации по субъекту Висита Кадыров. Награждаются орденом Кадырова Кадыров Висита Ахматович. Затем еще 5 человек стали носителями высшей награды региона. Жумаев Ломали Нажаевич, Аутаев Сулейман Хаджи Салаудинович, Бугаев Альбек Майрбекович, Мадаев Дени Ильманович, Лечхаджиев Анвар Ахметович. Указом президента России медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени был награжден Валид Эдилов. Эдилов Валид Халидович, руководитель секретариата главы Чеченской Республики. Звание «Заслуженный работник субъекта» был отмечен Адам Делимханов за личный вклад в развитие родного края. Делимханову Адаму Султановичу, депутату Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. Обладателем звания «Почетный экономист субъекта» стал Магомед Даудов. Даудову Магомеду Хожахмедовичу, председателю правительства Чеченской Республики. Первый заместитель председателя правительства, министр автомобильных дорог субъекта Айса Тумхаджиев стал обладателем звания «Почетный гражданин Чеченской Республики». Тумхаджиеву Исе Абубакаровичу, первому заместителю председателя правительства Чеченской Республики, министру автомобильных дорог Чеченской Республики. Руководитель администрации главы правительства региона Галас Таймасханов был поощрен медалью памяти Ахмата Хаджи Кадырова. Таймасханов Галас Султанович, руководитель администрации главы и правительства Чеченской Республики. Такой же наградой был удостоен Адам Кадыров, секретарь Совета безопасности Чеченской Республики. Кадыров Адам Рамзанович, секретарь Совета безопасности Чеченской Республики. Другие участники итогового совещания также стали обладателями высоких государственных наград различной степени. Куцаев Шамиль Ахмедович, Сугаипов Амир Адамович, Мацуеву Висхану Зелимхаевичу, Кадырову Хасмагомеду Шахмамедовичу, Зайпулаеву Муслиму Магомед Ярагиевичу,
Тумхаджиеву Саиду Бухаровичу, Тагаев Султан Хумаидович, Магомадов Абдул Абубакарович, Таймасханов Бекхан Элемсолтоевич, Дудаев Ахмед Махмудович. На этом церемония награждения не закончилась. Председатель правительства Магомед Даудов от имени главы региона наградил еще ряд отличившихся управленцев в этом году. Этот год завершается с хорошими успехами во всех ключевых направлениях. Вырос объем инвестиций, растет турпоток, выполняются все социальные обязательства. В будущем, по словам руководства, будет сделано так, чтобы не было никаких упущений в любом направлении. Нейнанси «Материнская слава» – это высшая награда Чеченской Республики для матерей, воспитавших детей, которые внесли вклад в развитие региона. Указом главы республики Героя России Рамзана Кадырова медалью Нейнанси была удостоена Зара Дадаева. Награда отмечает материнский подвиг женщины и вклад в развитие общества. Вручали звание лично первый заместитель председателя правительства субъекта, министр автомобильных дорог Иса Тумхаджиев и мэр города Грозного Хасмагомед Кадыров. Известно, он боцман сидел, что долгош. Почему ты идешь к дому? Ила там асма хайдвизом. Göz imanca. Pek balda. Şaş boz bilişka, larım, zlerim, zilt, okey çek bolur. İşte hız göz okeydi. Göz nani yok. İşte hasil destan paç vahda. Bilgal yahtı. Социальные гарантии под особым контролем. В Комитете по поддержке семей воинов Отечества также подвели итоги работы. Это одна из самых важных и чувствительных сфер, которая от имени государства берет на себя заботу о семьях военных и ветеранов, чтобы они не оставались один на один со своими проблемами. О том, как в республике выполняют долг перед тем, кто защищал страну, в сюжете Лейлы Муртазовой. Год большой работы, десятки инициатив и сотни людей, которым помогли. Комитет семей воинов Отечества представил итоги своей деятельности и собрал на торжественном мероприятии всех причастных. Отдельным блоком стала церемония награждения. За активную общественную позицию и вклад в поддержку семей защитников Отечества почетными грамотами и медалями были отмечены военнослужащие, волонтеры и партнеры комитета. Вручается знак «Волонтерская слава» Исаевой Хаве Сайпиевне. Также за активное освещение деятельности организации медалью за содействие Комитету семей воинов Отечества Чеченской Республики были награждены директоры и сотрудники ГТРК «Войнах». Кроме этого, почетную грамоту от парламента вручили руководителю Комитета семей воинов Отечества Жарадат Бугаевой. Она вместе со своей командой помогает решать социальные вопросы участников СВО и их семей. Работа ведется на постоянной основе, чтобы никто не остался без внимания и поддержки. Особые эмоции подарила концертная программа, где дети исполнили патриотические песни. В новом году комитет намерен и дальше реализовать свои цели, обеспечивая помощь как можно большему числу людей. Комитет семей воинов Отечества всегда отзывчиво реагирует на обращения и помогает семьям военнослужащих региона. Лейла Муртазова, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская Республика. В рамках масштабной программы по улучшению жилищных условий республики в городе Урус-Мартан открыли жилой комплекс. Этот проект решает сразу две задачи – обеспечивает людей качественным жильем и способствует развитию городской среды. Как выглядит современное жилье и что говорят новоселы, узнаем у Медины Мударовой.
В Урус-Мартане в этот день праздник. Завершили строительство 2 девятиэтажек в новом микрорайоне. Зарган Ибрагимова 5 лет назад приобрела трехкомнатную квартиру в одном из этих домов. Теперь дело осталось за малым. Женщина думает над вариантами планировки и дизайна. Но тапача Рамзан Ахматович Кадыровс труна хармет кшина яйтан март мет хуаттинта хаз мет кшус маршьёйт шутрон хаз я шутха март Дейл рейс хойлон Рамзан Ахматович. Поздравить жителей с таким событием прибыли почетные гости. Глава администрации Урус-Мартановского района Шамиль Куцаев отметил значимость инвестиционного проекта, который решает социальные вопросы обеспечения населения доступным жильем и трудоустройства. Строительство комплекса стало возможным благодаря региональному общественному фонду имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В целом республика в сфере строительства буквально 2 года тому назад спадших обращений решит инвестиции. Это инвестор тон латти зарял. Хинзва тяхлячо комплекса латта пачвадона сихлалуэла пачвалатталуэн. Хюлдиха дальше гуштук ой мехнан аману дешка дона от регионального общественного фонда ит эзерстек чувич деш между поэтом. Дерез вол мехнан Рамзан ажна дерез вол мехнан аману уж бацари ишмаяцар онохче чуа халамартанда за пределы Российской Федерации царь до что сам шейкадва гуштук поэтом. Руководитель секретариата главы Чеченской республики Валид Дадилов отметил, что позитивные изменения видны во всех районах республики. Бача аман хажидалат обалдой цундеркату та ибана дона хорей оншкадон хордон мил юр тавахчидон силохдон иштетиячдон верадашиячдон яш дамаш муссу авордон пимашлукдон иштона вой мехдин Рамзан Ахматовичin делрейсулалердер иштвой хюгелляйдон вой мехдин аманана делрейсулалердер. После поздравлений присутствующие торжественно разрезали красную ленту и осмотрели первые этажи. Общая площадь 2 домов более 20 тысяч квадратных метров. Из них более 12 тысяч – это комфортные жилые помещения, включая балконы, лоджии и террасы. Всего комплекс насчитывает 160 квартир. В каждом из строящихся домов предусмотрено по 80 квартир различной планировки – 1, 2 и 3-комнатных. Все они оснащены необходимыми коммуникациями, электричеством, водоснабжением и газом. Совсем скоро эти новые квадратные метры наполнятся теплом и уютом, ожидая своих счастливых владельцев. На территории также оборудованы детские площадки, проложены уютные пешеходные тротуары. Инвестиционный проект «Доступное жилье» по строительству микрорайона Урус-Сити начали в 2021 году. Он реализуется с целью обеспечения доступным и комфортным жильем жителей района. В 2021 году было начато строительство 4 жилых домов многоквартирных. Общее количество 320 квартир. Первые этажи коммерческие помещения. В прошлом году была сдача 2 первых домов, а в этом году мы сдаем последние 2 дома, 3-й и 4-й. В первые 5 лет в проекте также предусмотрено строительство бизнес-центра и 18-этажных жилых домов, а затем 8 и 9-этажек на 1280 квартир. Это еще один шаг в улучшении жилищных условий для граждан республики, а также новые возможности для 160 семей. Медина Мударова, Шамсудин Джабраилов и Магомед Ахматов. Вести, Чеченская республика. Искусство как форма заботы. Театр юного зрителя в Грозном открыл свои двери для особенных гостей. Это дети, оставшиеся без попечения родителей. Благотворительный показ спектакля для юных сирот подарил ребятам несколько часов сказки, смеха и добрых впечатлений. Как прошла эта добрая акция, расскажет Лимда Жамалдинова. Зима и Новый год были украдены только по сюжету спектакля, но в зале праздник остался. Теплый, живой и настоящий.
Гости вечера – мальчики и девочки. В Чеченском государственном театре юного зрителя прошел благотворительный праздник для юных сирот по инициативе руководителя модного дома «Фирдаус» Айшат Кадыровой. При содействии Департамента образования мэрии Грозного маленьким зрителям подарили настоящее праздничное настроение в канун Нового года. Мы хотели, чтобы вот они в этот день, вот в канун новогодних празднеств, почувствовали такую вот особую, теплую такую вот атмосферу заботы. Детки такие вот, поначалу они были сфокусированы, такие собранные, но уже в процессе самого представления начали раскрываться. То есть они всегда все чувствуют интуитивно, их невозможно обмануть. Вот. Если ребенок уже вовлечен в процесс, кричит, шумит, как-то вот участвует в интерактиве, который у нас происходит на сцене, это говорит о том, что, в принципе, нам, по большому счету, всей творческой команде театра удалось достичь своей цели. Злобный Кощей, решивший украсть зиму, столкнулся с отважными героями, которые вернули морозные узоры и новогоднее настроение. Яркие костюмы, динамичные сцены и знакомые с детства мотивы русской народной сказки оживили всех, заставив зал то замирать в напряжении, то взрываться аплодисментами. Между действиями игры и танцы. Радость и детский смех в зале не стихал. Праздник держал внимание от первой минуты до финального поклона. Мне очень понравилось, как там в конце победили герои. И я хотела бы им сказать спасибо за подарок. Мне очень сильно понравился спектакль. Было весело. Мы там танцевали, мы там играли, на загадки отвечали. И это не все. После спектакля детей ждали сладости. Из рук Деда Мороза и его помощников ребята получали заветные подарки. Здравствуй, Дедушка Мороз, волшебство ты нам принес. Самый добрый ты на свете, самый лучший на планете. Луиза Эльтемирова приехала из Курчалоевского района. Дорога не близкая, но повод важнее расстояний. Подарить своей внучке ощущение сказочного праздника. У девочки нет мамы, и все заботы давно легли на плечи бабушки. Чеченский театр юного зрителя – один из старейших в республике, основанный еще в 1937 году как театр кукол. Он давно известен своей благотворительной деятельностью. На регулярной основе здесь проходят показы для детей разных групп и возрастов. Самый важный новогодний подарок – это ощущение чуда, которое должно жить в сердце каждого ребенка. Эти мальчики и девочки унесут именно его воспоминания о празднике, когда сказка вышла из книги. Лимда Джамалдинова, Магомед Басаев, Вести, Чеченская Республика. Особенный показ для особенных зрителей. Во Дворце культуры имени Щиты Эди Султанова устроили специальный показ новогоднего спектакля «Сон в зимнюю ночь» для детей льготных категорий. Эта добрая зимняя сказка была адаптирована для комфортного восприятия всеми зрителями. Такие мероприятия не просто развлекают, но и помогают социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. О том, как создавали атмосферу праздника, в нашем следующем сюжете. Дом культуры имени Щиты Эди Султанова стал центром для новогодней сказки. В рамках поручения мэра города Грозного Хасмагомеда Кадырова Департамент культуры организовал для детей с ограниченными возможностями здоровья и их семьям волшебный спектакль «Сон в зимнюю ночь». Сказку мы подготовили силами своих творческих коллективов, где принимали участие как уже и взрослые, известные артисты, так и новые, так и юные наши дарования, которые занимаются у нас в клубных формированиях. И, конечно, сегодня наши артисты очень волновались, потому что это большая ответственность, и для них было очень важно, чтобы сегодня все зрители, которые у нас сегодня присутствовали, были довольны. Представление было адаптировано для особой аудитории. Свет не выключался полностью, звук был комфортной громкости, а актеры выходили в зал, чтобы каждый ребенок почувствовал себя частью действия. Не беспокойтесь, мне совершенно не больно, ведь я напита соломой, так что можете кусаться сколько хотите. Между сценками для детей пели новогодние песни звезды чеченской эстрады и юные таланты, которые только начинают свой путь. После финального аккорда юным зрителям подготовили подарки от регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. Ребята благодарили за подаренные эмоции и презенты. Спектакль «Джохозер», подарки
научили. Да, Сара, мне понравилась татушка. Тебе западала. Все очень красиво. Родители также выражали благодарность организаторам за красочный подарок детям, который они запомнят надолго. «Сон в зимнюю ночь» — это сказка, которая учит добру и состраданию, тому, как важна поддержка и забота. И это те ценности, которые лежат в основе работы фонда, продолжающего дело первого президента. Ахмед Рамазанов, Саид Эмин Мусаев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Интеллектуальная игра как форма патриотического воспитания. В Национальной библиотеке завершился специальный турнир, где участники соревновались в том, кто лучше знает свою малую родину. Такой формат не только позволяет проверить эрудицию, но и глубже узнать историю и культуру родного региона. О победителях уникального краеведческого кубка в материале Ахмеда Рамазанова. Путь к финалу для этих 8 команд выдался непростым. На протяжении года коллективы проходили отборочные этапы, чтобы получить шанс побороться за кубок Национальной библиотеки имени Абузара Эйдамирова. Директор учреждения Сацита Исраилова рассказала, как проводился отбор к итоговому противостоянию. Часть вопросов, которые мы играем, они составлены с самими работниками библиотек. Очень отрадно видеть сегодня команду из университета. Здесь играет команда волонтеров. Очень еще интересно, что у нас здесь сегодня играет команда члены общественной палаты Союза женщин Чеченской Республики. Есть уже команды, которые несколько лет играют в библиотеке. Это горные извилины, команда А, миссия невыполнима. Такой сегодня получился большой, такой разношерстная получилась публика. Эрудитам предстояло дать ответ на 24 задания из области литературы, науки и истории. Но изюминкой финала стали вопросы на знание родного края. У меня в руках очень интересная книга, которая называется «Чеченское оружие». Чтобы получить данное изделие, необходимо ответить на ряд вопросов о чеченской культуре и истории. А кому она достанется, мы узнаем в конце игры. Команды показывали слаженную работу, умение принимать решения и, само собой, свои знания. Первое место на знание родного края разделили команда «Горные извилины» и команда А. Прошу вас подойти и получить ваши призы. Вы сегодня поделили правильные ответы. Как было и обещано, вот такая очень красивая книга, это веб-книга. Раз, достается вам. На протяжении всей встречи коллективы шли вровень, но в самом конце команда «Горные извилины» вырвалась вперед и стала обладателем кубка. Серебро завоевала команда А, ну а бронзу забрал коллектив «Миссия невыполнима». Помощник главы Чеченской Республики и по совместительству капитан триумфаторов Тимур Алиев рассказал, какие вопросы были легкими и сложными. Это 23-я игра, фактически финальная, и вопросы всегда были от более сложных, менее сложных. Сегодня нас очень порадовало, что были вопросы на чеченскую тематику, во-первых, потому что приятно всегда отвечать, и когда ты можешь ответить, ты разбираешься в своей истории, своей географии, своей этнографии. А потом уже были вопросы просто такие предновогодние, как нам показалось. Они были не столько сложные, сколько интересные и такие предпраздничные, что называется. Проигравших в этом противостоянии нет. Все финалисты получили ценные призы, книги и, самое главное, бесценный опыт. Ахмед Рамазанов, Саид Эмин Мусаев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Новый год на высоте в прямом и переносном смысле. Курорт Ведучи подтверждает свой статус одного из главных зимних направлений региона, организовав для отдыхающих насыщенные праздничные мероприятия. О том, как создавали новогоднее настроение среди горных вершин, расскажет Рабиат Гайтиева. На горнолыжном курорте Ведучи царит по-настоящему праздничная атмосфера. Яркое солнце, искрящийся снег и предвкушение чуда. Именно здесь развернулось главное событие для гостей всех возрастов. Новогодняя елка организована туристической компанией «Кавказ.РФ», Министерством туризма региона и администрацией Итумкалинского района. Елка организована для всех детей Итумкалинского района и не только, для детей сотрудников погибших на СВО. Также в организации мероприятия нам помогли Минтуризма, администрация Итумкалинского района и Кавказ-тур. Интерактивная программа и цифровой квест начались со знакомства с персонажем Волчонка. Для прохождения квеста ребятам нужно было идти все подсказки борз, которые расположились по всей территории курорта. Для этого нужно было отсканировать QR-код и перейти к видеозаданию.
Кроме насыщенной основной программы, для гостей выступили и артисты местного дома культуры. Их яркие музыкальные и хореографические номера с национальным колоритом стали прекрасным дополнением к новогоднему празднеству. Все мероприятия проходили в виде музыкальной сказки с Дедом Морозом, Снегурочкой и озорным волчонком. Злодей Лабуба попытался испортить праздник, но, конечно, добро, как всегда, победило. Персонажи вместе с гостями вводили хороводы и пели любимые зимние песни, не забывая об совместных фотографиях. Мне больше всего понравилось там, где надо было забирать посох. Мне очень нравится курорт Ведучий, я хочу сюда каждый год приехать. Потому что здесь очень круто, очень весело. И там на санках кататься тоже очень весело. Победители квеста и самые активные участники получили памятные подарки. Кроме того, всем гостям были розданы и сладкие наборы. Ведучий подарил своим гостям настоящий зимний праздник, объединивший технологии, традиции и волшебство. Рабиат Гайтиева, Алисхан Кацулов, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. На филологическом факультете Чеченского государственного университета имени Ахмата Хаджи Кадырова состоялся День открытых дверей. Для школьников и всех желающих провели экскурсию и рассказали про образовательные программы. Будущие студенты могут получить знания по педагогике, психологии, журналистике, чеченской и русской филологии, а также актерскому искусству. В завершение для гостей организовали новогодний концерт. Зрителям показали музыкальные, танцевальные номера и спектакль. Ну а дети получили подарки со сладостями. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева. До новых встреч в эфире.